В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия по вопросам организации записи детей в первый класс. На вопросы горожан ответили заместитель руководителя администрации округа Елена Моторина и начальник отдела образования Эвелина Круглова. Вот уже несколько лет прием в первый класс регламентируется особым документом. Это порядок приема в первые классы. На сегодняшний момент мы прошли уже два важных этапа. Первый этап – это определение организаций образовательных и территорий, за которыми они будут закрепляться. Ежегодно до 1 марта издается постановление администрации, и, соответственно, муниципальное задание оформили по количеству первых классов, которые будут открываться на следующий год. С 1 марта началась запись в первые классы по закрепленной территории. Что это значит? Это значит, что родители могут ознакомиться с постановлением и определить, их дом закреплен за территорией той образовательной организации, в которой они хотят учиться, или нет. Если дом закреплен, они могут спокойно подать заявление в первый класс на следующий год. Заявления подаются тоже несколькими способами. Родитель может прийти и подать заявление в письменном виде в приемную, приложив копии необходимых документов. Ну, собственно говоря, это документы, подтверждающие рождение ребенка, документы, подтверждающие статус родителей. Более удобный способ – это запись через портал госуслуг. Там можно даже сформировать заранее заявление, его оформить. Все дело в том, что при оформлении заявлений на портале сразу же подцепляются к заявлению все необходимые документы, то есть их не нужно специально копировать и приносить. Они все доступны для скачивания и тиражирования в самой школе. Поэтому основная масса родителей у нас проживает на закрепленной территории. Только два наши учреждения пользуются такой внетерриториальной возможностью. Это гимназия номер 2 и гимназия номер 3. В первую волну еще есть право попасть в первый класс детям, чьи братья и сестры уже учатся в этой организации, независимо от того, где они зарегистрированы и проживают. То есть вот это преимущественное право определено недавно, года 2 назад. Есть преимущественное право на сегодняшний момент по закрепленной территории у родителей, которые работают в силовых структурах, у родителей, которые служат в вооруженных силах, у родителей, которые служат в полиции, прокуратуре, ФСБ. Вот для них такая льгота есть, но опять же по закрепленной территории. 6 июля стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации. Запись ребенка в желаемую школу возможна при наличии там свободных мест. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Ответ на заявление поступит не позднее 5 рабочих дней после подачи. На сегодняшний момент у нас свободные места есть во всех образовательных организациях. И вот родители, которые проживают на незакрепленной территории, могут претендовать только на свободное место. Если оно есть, они подают туда заявление. Если нет, то волей-неволей им приходится возвращаться к своей территории и подавать заявление в ту организацию, которая на их территории расположена. У нас первые классы открываются в 2 сельских школах, в Абезе, в Петрунях. У нас первые классы открываются в 8 школе по адресу Куратова 32 и Мира 5. По Ленинградской 17 у нас на сегодняшний момент нет желающих, кто бы хотел там учиться. При необходимости, конечно, и там будет открыт класс-комплект. Там на сегодняшний момент в начальном звене учатся 7 человек. Они учатся в 2 классах-комплектах. По гимназии 2, гимназии 3 и лицею будет открываться по 2 первых класса. То есть, в принципе, получается, в каждом учреждении будут открыты первые классы. И если мы умножим, то получится 8 первых классов будет открыто именно в городской территории.
Интинские школы в этом году готовы принять около 1000 первоклассников. По прогнозам специалистов, ожидается, что в первые классы придут около 900 малышей. Прием заявок продлится до 5 сентября. В случае отсутствия мест в предпочитаемой школе ребенок может быть зачислен в ближайшее к месту жительства образовательное учреждение, где есть свободные места. Сейчас изменения есть и в учебном плане для первоклассников будущих определен особый щадящий режим, недельная нагрузка. У нас по пятидневке учится с 1 по 11 класс, определяется в 16 часов, такой адаптационный период на сентябрь и октябрь. Дальше чуть побольше, и вот только со второго полугодия первоклассники вступают в такой уже твердый, четкий режим 20 часов учебная неделя. По любым имеющимся вопросам можно звонить в отдел образования по телефону 6 20 08.